Еще чуть-чуть. 6 минут. Мне не важно, сколько у меня минут, на самом деле, я думаю, моей речи будет достаточно для того, чтобы объяснить нашу точку зрения и выиграть в сегодняшней игре. Благодарю вас, уважаемый спикер, рад приветствовать всю замечательную, огромную, многочисленную аудиторию. Поздравляю своего высокомногоуважаемого коллегу с тем, что мы вышли в финал. Поздравляю оппонентов, коллег также с тем, что мы сегодня будем стараться сделать для того, чтобы сегодняшние дебаты были на соответствующем уровне. Итак, Руслан, пожалуйста, озвучьте тему. Давайте. Окей. Сегодня мы поговорим о нескольких, получается, скажем так, ситуациях, которые могут возникать в нашей жизни. Тема... Окей. Эта палата не будет наказывать беднейшие слои населения за преступления, совершенные из-за нужды. Сразу давайте определим очень важные вещи, на которых, я надеюсь, сегодня будут строиться дебаты, и на которых, я надеюсь, сегодня не будут строиться дебаты. Первая вещь – это беднейшие слои населения. Вот нас ругали в одном из раундов в том, что мы не дали ключевые слова, где Илья Нурмамбетов, привет, мы сейчас попробуем дать ключевые слова. Что есть беднейшие слои населения? Беднейшие слои населения – это те слои, у которых абсолютно нет никаких средств для существования. Абсолютно нет никаких средств. Второе ключевое слово – это нужда. Но на самом деле ключевое. Что такое нужда? Нужда в нашем понимании с господином Хихизовым делится на два вида. Первый вид – субъективная нужда, и второй вид – объективная нужда. Давайте разграничим понятие субъективной и объективной нужды. Подождите. Субъективная нужда – это тогда, когда госпожа Кунушбаева хочет себе iPhone. Это ее желание. Я хочу iPhone. У меня есть нужда в айфоне, потому что он улучшит мою жизнь. У меня есть нужда в айфоне, потому что я стану гораздо более мобильным. У меня есть нужда в айфоне, потому что, я не знаю, я смогу гораздо чаще выкладывать фотографии в Инстаграм. Да? Вот есть такая нужда. Это ее субъективная нужда. Если мы будем пренебрегать этой нуждой, с госпожой Кунушбаевой ничего не случится, кроме психологической травмы. Все. То есть мы поняли, подождите, субъективная нужда очень тесно связана с психологическим фактором. Да? Что есть объективная нужда? Объективная нужда – это та ситуация, в которой мы не говорим об айфонах, в которой мы не говорим о самсунгах. Объективная нужда – это та ситуация, в которой господин Хихизов, идя по пустыне, умирая от голода, совершает преступления против человечности, например, совершает другие виды преступлений, которые никогда ни в коем случае в современном обществе совершать нельзя. Почему он совершает эти преступления? Потому что есть что? Нужда. Нужда в его существовании. Например, приведем простой пример. В Ленинграде во время блокады в 1911 году, да, по 45 год, была следующая ситуация. Когда люди находились в абсолютной блокаде, зима, холодно, нет животных, нет никаких видов пропитания. От того, что ты будешь кушать снег, ты долго не проживешь. Можно вопрос? Вообще не проживешь. Подождите. В этой ситуации люди начинают кушать кого? Себя. Людей. Это преступление против человечности. Это недопустимая ситуация. Но от их жизни зависит выигрышность войны. От их жизни зависит гораздо более важные вещи, что есть стратегическое превосходство и так далее. Вот нужда, дамы и господа. Вот что есть объективная нужда. И мы с господином Хихизовым предлагаем вам сегодня людей, которые поступают в таких ситуациях таким образом, прощать за их преступления и не наказывать. Следующая ситуация. Например, вот какие вопросы могут быть сейчас у команды оппозиции? Например, бомж тоже относится по всем критериям к беднейшим слоям населения. И если бомж подошел на улице, ударил меня кирпичом и забрал мой iPhone, и пошел его продал, на эти деньги, может быть, он на все деньги купил себе еду, да, на все деньги он купил себе стикинсы, да, например, и, допустим, 30 дней кушал эти стикинсы. Вот это не есть преступление по нужде, это преступление не относится к нашему критерию. Почему? Потому что у этого бомжа есть что? Есть альтернативные варианты. У него есть альтернативные варианты
источников пропитания. Можно вопрос? То есть для нас в этой теме очень важно, не надо пугать меня, для нас в этой теме очень важно, что нужда, она очень тесно связана с продуктами жизнедеятельности. Это необходимый минимум для того, чтобы ваш организм существовал, для того, чтобы ваш организм существовал хотя бы каким-либо образом. У того бомжа, который сегодня мог ударить меня по голове и забрать мой iPhone, да, у него есть другие варианты. Пойти на свалку, покопаться, как они обычно делают. Может быть, покушать, я не знаю, какие-то листья, травы и так далее. Что достаточно для того, чтобы его организм существовал. То есть, наш основной аргумент – это отсутствие альтернативы. В том случае, когда у нас нет альтернативы, мы должны прощать тех людей, которые переступают черту закона. Второй момент, который очень важен, называется, я уже об этом тоже говорил, называется то, что... не понимаете. Я не виноват в такой оппозиции. Благодарю. Второй момент – это то, что от этих людей, на примере, допустим, Чечни мы можем понять, на примере того же Ленинграда в определенных ситуациях, в ситуации, например, концлагерей и так далее. В этих ситуациях от этих людей очень-очень многое зависит. И мы должны понимать, что эти люди вынуждены на крайние меры, на самые крайние меры, бесчеловечные меры, мы с этим согласны. Но, потому что от них очень многое зависит. Мы должны это понимать и прощать их в этой ситуации. Благодарю за внимание, закончу. Спасибо большое. Следующий спикер. Ваше время 6. Большое спасибо, уважаемые друзья. Я рада вас сегодня всех приветствовать. Меня зовут Салтанат. Давайте не буду. Приступлю к опровержению. Сегодня у нас очень такой хитрожопый, очень хитрожопая. Давайте начнем, что тема звучала так. То есть беднейшие слои населения, которые по ключевым словам, это те, у которых абсолютно нет никаких средств для существования. Если они беднейшие слои населения, почему они существуют, и мы их называем беднейшими слоями населения? Вообще непонятно, ключевое слово вообще непонятно. Беднейшие слои населения – это те люди, которые живут за... Есть понятие бедность, а есть понятие за чертой бедности, когда ты не можешь себе позволить iPhone, ты не можешь себе позволить Samsung, и ты не можешь позволить себе корову. Понятие бедности немножко такое, скажем так, оно очень такое растяжимо и зыбко. Для каждой страны понятие бедности, оно свое. Если у тебя есть возможность купить хлеб, скажем так, продукты первой необходимости, хотя бы наполовину, да, продукты первой необходимости, то ты, скажем так, ты беден, да? Давайте дальше продолжим. На что наши оппоненты начали говорить, пытались нас вывести, скажем так, запутать нас в ключевых словах. Они говорят, субъективные есть нужды человека и объективные нужды человека. И мы говорим о том, что вот если у человека нет альтернативы для того, чтобы достать объективные нужды, это то есть поесть, да, скажем так, грубо говоря, поесть и одеться, тогда мы за то, чтобы они брали, крали, убивали, по их словам, они не ввели, скажем так, преступления, они взяли и тяжкие, и не тяжкие, и легкие. Они говорят о том, что мы заведомо создаем новый класс, которому разрешается абсолютно все. Военное время, в чрезвычайной ситуации, то есть они создают класс людей, который будет еще ненавидеть еще больше средний и богатый класс. Наше уважаемое правительство говорит о том, что давайте, говорит, вот даже если вот в Ленинграде ели, то есть такая вещь, почему мы люди, почему мы общество, потому что мы понимаем, что такое мораль, человечность. И мы должны сохранять свое лицо даже перед лицом смерти. И не надо говорить, что в Ленинграде ели людей. В Ленинграде съели всех крыс, всех собак, всех кошек. Есть альтернатива, понимаете? Они нашли люди для того, чтобы сохранить свое лицо. Они находят пути для решения своих проблем. Смотрите, дальше. Наш аргумент, мы говорим о том, что все равны перед законом. Почему вообще существует общество? Потому что человек, все люди должны быть равны перед законом и наказываться согласно Уголовному кодексу каждого государства. Мы не должны давать преференции и привилегии какому-то слою общества только потому, что оно вовремя не проучилось в школе или же там просто что-то там по каким-то, скажем так, причинам оно не смогло достичь благ, которые достигло, скажем так, средний класс. Дальше. Второй наш аргумент, мы говорим о том, что это не исправляет человека.
Вот смотрите, если, давайте даже будем брать ту же самую Чечню, если люди из низшего слоя общества совершают преступление, то если его прощают, скажем так, то это не исправляет человека. Это никоим образом не исправляет человека. Человек будет думать, ладно, я пойду еще раз это сделаю. И мы создаем, скажем так, прецедент того, что человек будет повторять и повторять те же самые действия, за которые он не будет наказываться снова и снова. То есть мы не исправляем этого человека. Если пенитенциарная система наша, она исправляет человека, хоть как-то вбивает ему, скажем так, мозги в голову, то вот этот метод, который предлагает государство, правительство наше уважаемое, оно никоим образом не исправляет человека как индивида, как личность. Третий наш аргумент. Мы говорим о том, что мы создаем классовую неприязнь. Есть класс средний, есть класс богатый, есть низший класс, есть бедный совсем, да, скажем так. То есть мы заведомо разрешаем бедному классу посягать на имущество и на жизнь среднего класса. Этим путем мы создаем боязнь со стороны среднего и высшего класса и ненависть по отношению к этому же классу. И плюс мы создаем ненависть по отношению от среднего и высшего класса по отношению к государству, которое разрешило этим людям низшего класса вторгаться в их личное пространство, покушаться на их жизнь без какого-либо наказания. Понимаете? Это плохо. По сути, мы создаем класс неприкасаемых. Хорошо ли это в нашем обществе? Нет, потому что с учетом того, что демократия, равноправие, глобализация, когда мы все хотим достичь всеобщего блага, чтобы не было хаоса, чтобы все друг друга любили, и тут мы создаем такое, то есть мы разрешаем низшему, бедному слою населения делать, что оно захочет. Хорошо ли это? Я думаю, что нет. Дальше. Мы говорим о том, что есть такое понятие, вот давайте поговорим о нужде. Мы превращаем нужду в возможность. Человек нуждался в чем-то, да, скажем так, он нуждался в хлебе, то потом вот эта нужда, она перерастает в возможность. То есть, если мы за это его не накажем, то он понимает, что это уже не нужда, а возможность того, что я могу пойти и украсть у кого-то еще, и меня за это никто не арестует, меня за это никто не накажет. Понимаете? Хорошо ли это? Конечно, это нехорошо. Сегодня наше уважаемое правительство вообще завело в нас непонятные дебри военного времени, когда вообще, скажем так, даже самые ужасные моменты в блокаде Ленинграда люди пытались сохранить лицо, моральность, человечность. Наше уважаемое правительство говорит о том, что нет, давайте будем нечеловечными и разрешим делать, что мы захотим. Хорошо ли это? Нет. Даже перед лицом большой опасности мы должны сохранять свое, скажем так, самосознание, свое воспитание. Мы должны быть равны перед законом. И то, что человек, совершивший какое-либо деяние, он должен нести ответственность перед законом по всей строгости закона относительно его содеянного действия. На этом моя речь закончилась. Приглашается второй спикер. Первое правительство, ваше время 6 минут. Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Руслан Хизов, и я приветствую на этом замечательном финале. Давненько я не играл в дебаты, надеюсь, сегодня я еще пополню свой запас кубков этим замечательным кубком, посвященным 60-летию. Можете шикать все, что хотите, но мы это уже сделали. Итак, давайте начнем. Сегодня уважаемая команда оппозиции полностью заблуждается в том, что мы создаем класс безнаказанных людей, господа. Мы говорим о том, что этот класс безнаказанных людей не будет существовать. Почему? Потому что в данном случае, если ты человек, который живет в нормальной жизни, который может съесть мусор, я не знаю, может съесть кошку, но все равно ты воруешь телефон, когда у тебя есть альтернатива, я подчеркиваю слово альтернатива, уважаемые судьи, потому что в данном случае, уважаемая господа Исатаева не обратила на это никакого внимания. Только тогда, когда не существует альтернативного варианта, тогда вы можете прибегать в данном случае к этим преступлениям. Только тогда вы не будете наказаны с помощью стороны закона, уважаемые дамы и господа. Вот о чем мы говорим. И в данном случае госпожа Исатаева, говоря о том, что мы создаем новый класс, который будет создавать подобного рода преступления, госпожа Исатаева должна быть уверена, что в Кыргызстане больше нет кошек, больше нет травы и нет мусора. Когда она станет уверена в данной ситуации, мы ее оправдаем. И в данном случае создавание этого класса как такового мы не видим. Почему? Потому что нужда, в данном случае объективная, о которой говорит мой коллега и о которой говорю я, в данном случае, я не прощаю вас, и вы садитесь дальше. В данном случае, уважаемые друзья, это нужда оправдывается со стороны государства, и мы объясняем почему. Мы говорим, что, во-первых, нет альтернативы. Дальше, перед лицом
Христос верит, и все должны быть равны и так далее. Мы же говорим о том, что в определенных ситуативных ситуациях, да, извините, в определенных ситуациях создаются такие моменты, когда ты должен выжить. Когда, несмотря ни на что, ты должен выжить. Почему? Потому что от твоей жизни ты не только свою жизнь спасаешь, ты спасаешь жизнь своих будущих поколений. Я не знаю, там в военное время из-за конфликтов каких-либо таких, я не знаю, если ты сохраняешь свою жизнь стратегически, твоя жизнь намного важнее, чем в обыденной жизни, уважаемые друзья. И только тогда твои действия, они оправдываются со стороны государства. Только тогда твои действия не будут осуждаться со стороны государства, в котором ты живешь. Вот о чем мы говорим, уважаемые дамы и господа. Нет. Дальше. Они говорят о том, что почему же существуют беднейшие слои населения, если они не могут ничего есть, уважаемые друзья. Они не являются беднейшими слоями населения в данном случае. Почему? И вообще, если я являюсь беднейшим слоем населения, я не сразу умираю от голода. Это что я умер от голода, мне необходимо определенное количество времени. Вот почему я не знаю. Вот почему существует этот беднейший слой населения. В данном случае беднейший слой населения, который не может обеспечить себя первичными, физиологическими благами, эти физиологические блага, которые он не может найти альтернативу. Если это не значит, что я должен пойти и воровать хот-дог в Биоде, я не знаю. Это значит, что если кончились все хот-доги, кончились весь мусор в Кыргызстане, кончилось все абсолютно. Только тогда преступление, которое совершает для того, чтобы удовлетворить, чтобы выжить, вот это преступление будет оправдываться с нашей стороны, уважаемые дамы и господа. Вот о чем мы говорим. Спасибо большое. А кто определяет то, что эта ситуация была? В данном случае вы говорите о том, что люди сами будут стараться, потому что чтобы попасть в тот слой, тот класс. Но для того, чтобы, если вы попадаете в этот класс, вы должны доказать, что, во-первых, не существовало альтернативных вариантов, господа. Понимаете почему? Вот есть два момента, которые отталкивают людей прибегать к этому, скажем так, варианту, механизму разрешения своих проблем. Первое, это то, что если у вас... Что значит беднейший слой населения? Что значит быть беднейшим слоем населения? В данном случае, в нашем понимании, когда у тебя нет объективных вариантов, других альтернатив. Это значит, что ты должен есть кошек. Кто из нас сейчас в нормальном состоянии готов есть кошек? Никто. Только кто из наших состояний, кто в более-менее таком нормальном состоянии готов есть мусор? Никто, уважаемые дамы и господа. Если даже кончается, кто готов съесть другого человека? Никто. Почему? Потому что нет предпосылок к этому. Не каждый человек. Люди не будут пользоваться этим. Почему? Потому что в данном случае это есть самая низкая роль, которая говорит о том, что ты в принципе живешь не так уж хорошо. Не просто не так, что ты живешь ужасно. И тогда, когда ты живешь ужасно, люди не будут прибегать к этому механизму. Почему? Потому что это ужасная жизнь, в принципе, может быть избежена изначально, а если уже не избежается. И в данном случае мы говорим о том, что это не есть привилегия. Это то, к чему люди уже скатываются в конце концов, когда у них уже нет других вариантов. Уважаемые дамы и господа, уважаемые спикеры, уважаемые судьи. Вот о чем мы говорим. Когда этот статус-кво является самым актуальным в данный момент, уважаемые судьи. Вот о чем мы говорим. Дальше. Классовая ненависть и безнаказанность. Господа, я опять же говорю, это не есть прерогатива, это не есть привилегия как такового в новой форме. Уважаемая госпожа Исатаева изначально заявляет о том, что люди будут, во-первых, стараться попасть под класс этих беднейших людей. Нет, уважаемые дамы и господа, это не есть престижность. Если у тебя есть варианты не есть кошку, ты будешь избегать, я не знаю, у меня есть варианты бить таланта. Но я всячески буду избегать ситуации для того, чтобы убить таланта. В конце концов, если у меня уже не останется других вариантов, уже никаких кошек нельзя будет есть, никакого мусора, никаких лепестков, я не знаю, ничего, что можно сжигать. Я жую талант. Дальше о чем мы говорим? Мы говорим о том, что почему это оправдано. Наша сегодняшняя позиция должна оправдать данную, скажем так, безнаказанность. Потому что в данном случае мы говорим о том, что эти люди изначально необходимы для того, чтобы ты смог развиваться. Почему? Тот же пример с блокадой Сталинграда и так далее. То есть тогда человеческая жизнь, она не была простой человеческой жизнью. От этой простой человеческой жизни зависело и будущее других жизней, уважаемые дамы и господа. И тогда, когда будущее других жизней будет нарушаться, то есть будет в опасности, и нет других вариантов, объективных вариантов, нет объективных альтернатив, только тогда мы говорим о том, что наш механизм, который мы пытаемся вести, он должен работать, уважаемые дамы и господа. Мы не говорим о том, что он должен работать в абсолютно всех ситуациях. Мы говорим о том, что существуют определенные моменты, уважаемые судьи, должны это понять. И вот эти моменты должны оправдывать действия данных людей, данных, скажем так, субъектов, уважаемые дамы и господа. Вот о чем мы говорим. Исходя из всего этого, я утверждаю, что... Полминуты, пожалуйста. Исходя из всего этого, я говорю о том, что сегодня вы должны принять сторону первого правительства и отдать победу замечательной команде, которая борется за время мира. Благодарю. Следующий спикер, ваше первое шествие.
Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, я приветствую всех. Очень хороший финал и очень хитрая аргументация. Но дело не в хитрости, дело в том, что, ребят, давайте вникнем в их ключевые слова. У человека нет альтернативы. Если так подумать, разве сесть человека это не альтернатива тоже? То есть по их же ключевым словам у человека есть всегда выход. И это выход, он есть человека. То есть человек без нужды, он не остается, без абсолютно средств существования, он не остается. Это не в их кейсе рассматривать те случаи, когда один человек есть другого человека. У них, по их словам, не должно было существовать ни одного средства к какому-либо существованию. Да, ни одной альтернативы. А у них альтернатива была съесть. Второй момент, дамы и господа. Мы тысячи, вот жизнь человека, жизнь всего человечества, это тоже как воспитание ребенка, да, как люблю говорить, антогенез есть краткое повторение филогенеза. Мы говорим о том, что человека, маленького человека растит, мы его растим в течение 20 лет, да, а человечество мы воспитывали в течение 5000 лет, с тех пор, как цивилизация появилась. Первый человек поступали как они, убивали, могли охотиться на других людей. И в конечном итоге мы пришли сейчас в такую ситуацию, мы должны были воспитать людей такой, чтобы они даже и подумать не могли о воровстве, о каком-то действии людей. Вот к чему мы пришли. Они говорят, это оправданно, есть людей оправданно идти против гуманизма, когда у тебя нет выхода. То есть ты можешь обратно идти на 5000 лет назад и делать то, что ты делал 5000 лет назад. Я не согласен с этим, господа. Мы на новой ступени развития. Мы в другом мире живем. И абсолютно этот мир, он не должен сопоставляться с тем другим. Насчет военного времени. Господа, вот представьте себе ситуацию, да? Кто? Там все люди, которые в блокадном Ленинграде, да, если они взяли такой случай, ели других людей? Нет, господа, у них не было выхода. Да, не было у них тоже, но некоторые люди ели, а некоторые не ели. Не это ли говорит о том, что у них был выход, другой выход, господа? И это является ключевым моментом. У них человек, склонный к преступлению, он совершит преступление, если ему дать, как мой коллега говорил, возможность. А они, как правительство, дают эту возможность совершать. А мы говорим о том, что если у человека даже не должен задумываться, если мы в самом начале, когда люди начали воровать, мы бы их наказывали, оно дальше не пошло бы, дамы и господа. Почему человека мы не наказывали? Мы поощряли, говорили, ладно, мы понимаем, там, вы голодны, вы едите кошек, это преступление против прав животных. Но мы говорили, они говорили, ладно, сейчас можно, да? Потом что, во что это перешло? Перешло дальше. Потому что начали прощать того, что человек есть другого человека. Вот о чем я хотел говорить. Другой момент. Насчет наших аргументов, дамы и господа. О том, что мы создаем классовое деление. Нет, хотя один момент я упустил. Беднейшие, они все-таки дали слово ключевых, беднейшие слои населения. Но беднейший слой населения это не тот, который был средним и во время войны стал беднейшим. Он должен жить в этом каком-то... Человек, который быстро поменял... Я, например, нормально, да, в принципе. Я доволен. Я потерял работу, я уже беднейший, потому что у меня, в принципе, нет существования. Я маргинал, понимаете? Изменение статуса, когда у меня нет пропитания, это маргинализм. А не то, что беднейший слой. Беднейший слой – это устоявшийся слой населения, как и средний класс. У них есть свой доход, свое понятие. Интеллигенция – это люди, которые занимаются интеллектуальным трудом. Сельскохозяйственные работники – они те люди, которые занимаются сельским хозяйством. Вот в чем дело. Беднейшие слои – это те люди, у которых не было средств существования долгое время. Они под влиянием какого-либо фактора. Момент следующий, по-моему... Можно, да? Беднейшие слои населения – это те люди, у которых нет никаких средств для существования. Чем не нравится вам эта дефиниция? Дело не в этом. Ребят, если я сейчас потеряю работу, если я потеряю все, я тоже буду беднейшим ли слоем населения, дамы и господа. Я буду маргиналом, судя социология, обычно социология. Вы должны прожить в этом статусе, быть похожим на тех людей, у вас должно быть уже другое мировоззрение, другое, не знаю. Я думаю, вы понимаете, между временным, то, что есть, и то, что постоянно. Беднейшие слои населения, по социологии, это постоянные люди, у которых нет существования на долгое время, и которые они родились, может, в таких местах. Момент следующий, насчет наших аргументов, господа. Мы делим общество, мы создаем вражду. Я не хочу жить с соседом, который беден, потому что при отсутствии средств у него существования, он может у меня украсть,
что в итоге происходит постепенно? Это прогрессирует в том, что мы создаем сегрегацию для бедных. Пусть они бедные, кто гуманны? Мы гуманны или они гуманны, которые позволяют людям жить? Нет, это мы гуманны, дамы и господа. Потому что мы не позволяем сегрегировать этих бедных в одном каком-либо районе, чтобы они друг друга ели, если у них не будет средств существования. И чтобы нас, средний класс, это не касалось. Второй момент. Я говорил о том, что склонность к преступлению. Господа, есть люди, которые склонны к преступлению, и наказание за преступление их это сдерживает. Если мы позволим этим людям, дадим им возможность совершать преступление безнаказанно, мы этих людей потенциально увидим. Спасибо большое, меня зовут Диана Канашбаева, я очень рада присутствовать на этом финале. Это один из первых моих финалов. Наконец-то я Друзья, я предлагаю перемотать немножко назад вообще всю идею уголовного наказания. Мы говорим о том, что первые столы говорили о том, что насколько это нужно, насколько это морально или не морально наказывать тех, кто нуждается. Давайте посмотрим с самого начала сути наказания. Задача наказания уголовного. У нее есть три задачи. Первое – это исправление. Второе – это наказание. Третье – это справедливость. Почему мы рассматриваем данную резолюцию? Давайте дальше посмотрим. Следующая ступень. Справляется ли уголовное наказание со своей основной задачей – это решение проблемы человека, потому что то, что человек совершил деяние, это сбой программы. Это сбой программы человека, это то, что заставило его что-то совершить не то. Это решение и это возвращение его в общество как нормального члена социума. Это через исправление, через наказание, через справедливость. Таким образом, вот это первичная задача уголовного наказания, уголовной системы – это вернуть человека в общество. Когда же мы говорим о беднейших слоях населения, мы должны понимать, насколько вот эта задача будет достигнута. И в случае нашей резолюции, когда мы говорим о беднейших слоях населения, мы понимаем, что это неэффективно и что той задачи, которую ставит перед собой уголовная система, она не достигается. И сейчас мы объясним почему. Во-первых, потому что первичность мотива человека другая. Первичность мотива человека, когда он убивает, допустим, если я кого-то здесь убью, у меня первичность мотива может быть зависть, может быть, я не знаю, что угодно. В данном случае первичность мотива человека – это то, что у него нет условий для существования. Если он своровал сэндвич, у него дошло до такой степени, что его голод перекрыл все его состояние мозга, ему нужно поесть. Вот поэтому он ворует сэндвич. Можно вопрос? Подождите, присядьте. И в случае, если мы говорим об уголовном наказании за воровство или за что угодно, наказание данного человека не приведет к переосмыслению ситуации. Почему? Потому что изначально мотив был сохранение жизни. И когда мы говорим, здесь решением данной проблемы есть не уголовное наказание, а решение проблемы этого человека. Потому что отчасти в нахождении человека в беднейшем слое населения это вина государства. Почему? Потому что перераспределением ресурсов государство занимается. И если оно допустило такой степени, что часть людей находится в состоянии совершенно невозможном для жизни, это вина государства. И наказывать этих людей является неэффективным, потому что первичность мотива мы не исправляем. Нет. И дальше мы приходим. Наша команда приравнивает состояние, наказание, совершенное в состоянии крайней бедности, к состоянию аффекта. Мы не обвиняем отца, который совершит преступление, когда он защищал дочь свою. Потому что у него не было других способов, это не было альтернатив. Вот он совершил преступление, чтобы его дочери было защитить ее жизнь. И в данном случае мы говорим, что защита собственной жизни – это также состояние эффекта, потому что человек находится в том состоянии жизни, в той норме, когда это не есть форма нормального бытия. Это та форма, когда отключаются все моральные принципы, потому что человек просто борется тупо за свое существование. Можно вопрос? Ну давай. Должны ли мы поощрять это аморальное состояние человека? Нет, мы не должны поощрять, мы должны решать. Смотрите, тем, что вы посадите человека, вы не решаете эту проблему. Вы не решаете проблему того, что он был голодный. Вы не решаете проблему того, что отец, у которого 5 детей, он пошел, своровал, господи, что же зерно? Он прокормил детей. Вы не решаете проблему этой семьи. Вы посадите его, то же самое сделает его мать. До тех пор, пока вы не обратите. Вот смотрите,
когда беднейшие слои населения доходят до той степени, когда они совершают преступления, это означает, это индикатор в обществе, это индикатор того, что человек не может существовать в таких условиях. И то, что человек не может существовать, сейчас, секунду, то, что человек не может существовать в таких условиях, это вина отчасти государства, потому что это легитимный орган, которому мы делегировали власть в перераспределении ресурсов, в слежении за обществом. И то, что у кого-то его ресурсов слишком много, а у кого-то их практически нет, это вот то мы доводим людей. Понимаете, государство доводит людей до состояния аффекта. Государство доводит людей до того, что им нечего есть. Доводит до того, что, как говорила первая палата представителей, крайней нужды. Крайние нужды, когда нет альтернативы. Давай, Раша. Спасибо большое. Назовите хоть одну статью, где говорится, что, учитывая мотивы, вы полностью освобождаете человека от уголовной ответственности. Значит, это не имеет значения. Есть статьи, которые говорят о том, что о состоянии эффекта. То, что снижается наказание или снимается наказание. Это оправдание. Ребят, мы говорим о том, что мы будем оправдывать этих людей. Мы будем оправдывать и не будем закрывать на это глаза. Мы будем решать их проблемы. Потому что, если вы их посадите в тюрьму, вы не решите проблему этого человека. Потому что этот человек выйдет из тюрьмы в еще худшем состоянии, еще вернется в худшее состояние, чем он был, и он дальше будет совершать преступления. Вот она первичность, это задача уголовного, задача вообще правительства и уголовной системы, чтобы решить проблему и вернуть человека в нормальное. Потому что никто из вас здесь не пойдет воровать, не пойдет, не убьет человека. Почему? Потому что у вас нет сбоя программы, потому что в вашем психологическом состоянии, в вашем окружении все нормально. Если кто-то из нас дойдет до того, что я не знаю, я пойду там зарежу вашу Савелию, извини, пожалуйста, ты просто первая на глаза попала. Если так случилось, то это проблема в моем личном состоянии. Проблема, почему вот я сейчас этого не делаю, а потом это могу сделать, потому что что-то изменилось в состоянии, вокруг что-то изменилось вокруг меня. И мы должны разобраться исконно, причину. Мы не решаем проблему. Палата оппозиции пытается решить проблему. Мы должны изначально решить причину этих людей. И когда в тех странах, где нет беднейшего слоя, да, есть, бедность, но бедность в понятии относительно беднейшие слои населения, там нету этих преступлений, бедность, они не являются, вот как говорила Палата правительства, это объективная нужда. И объективную нужду мы считаем, что это состояние эффекта, которое государство, в котором виновато. И поэтому мы должны это оправдать и решать данную проблему другим способом. Спасибо. Спасибо, уважаемый судья. Я рад приветствовать всех данной аудитории на финале. Итак, начну с того, что, к сожалению, сегодня команда Первого правительства полностью запорола игру и построила свою линию на двух, так скажем, неправдивых вещах. Первое. Они пытались вас, так скажем, внедрить в вас такую мысль, что альтернативы не существует. Что альтернативы не существует в любом случае. Но давайте вспомним тот же Сталинград, который талант приводил в пример в качестве безальтернативной ситуации. Вот в той конкретной ситуации были люди, которые кушали людей, а были люди, которые варили из своих кожаных сапог суп и кушали суп. Потому что безальтернативная ситуация или у меня есть альтернатива, в любом случае решает человек. И в данном случае, в перспективе, Диана Конушбаева, из-за того, что у нее нет айфона, она может решить, что завтра она умрет, если она не приобретет этот айфон. Потому что рак стирается. Потому что Диана без айфона, она не обладает средством для существования, она не может нормально работать. И вот Диана приходит к выводу, что у меня сейчас нет средств для существования. Я пойду к таланту, убью его, заберу айфон, украду, неважно. То есть очень важно здесь сделать акцент на том, кто решает, есть у меня альтернатива или нет. Именно этот самый человек. По поводу второй лжи. Команда правительства постоянно путает экстремальную, вот это пытался объяснить Олег, экстремальную ситуацию и беднейшие слои населения. Господа, экстремальная ситуация это здесь и сейчас. Вот сейчас я либо это сделаю, либо сдохну. Что беднейшие слои населения? Это некая статичная ситуация. Статичная ситуация, которой себя привел сам человек. То есть он вот так жил, он не хотел работать, он не хотел там полоть себе грядку, он пошел и как в советское время отобрал у кулака. То есть он довел себя до этого состояния. И теперь они дают возможность этому человеку просто взять и отобрать. Понимаете? То есть экстремальную ситуацию и вот это путать нельзя. К чему мы ведем? К тому, что не государство, на самом деле, как говорит Диана, виновата в том, что человек мерзость. Задача государства не накормить каждого из нас, а дать нам возможность сделать так, чтобы... И на сегодняшний день в любой стране мира
Существует система, где каждый из нас, самый бедный, это не рабовладельческий строй, где раб не может стать аристократом. Каждый из нас может в интернете заработать деньги, прополоть грядку и продать картошку, что угодно. Средства существования есть, вот руки есть, я могу прополоть грядку или еще что-то сделать. Человек в любом случае должен оставаться человеком, потому что вот те самые моральные устои, они и сдерживают наше общество, так скажем, в мирной ситуации. Вот если эти рамки стираются, тогда Руслан Хикизов может там прийти к выводу, что он не может существовать без чего-то, и завтра отобрать это у другого человека. Потому что он так решил. Вот к чему мы идем. Далее, по поводу... ну хорошо, Руслан, жалко тебя. Скажите, пожалуйста, в данном случае государство может ли оценивать в данном случае правильность и объективность деяния человека, который совершает преступление? Государство может являться аппаратом, который может решить, является это преступление крайним, либо является это преступление тем, которое необходимо подойти под уголовную ответственность. Благодарю. Неважно, вы как государство завтра говорите, если вы считаете, что вас нужда заставляет сделать это, тогда вы можете это сделать. То есть смотрите, даже если ситуация, когда Руслан Хикизов лежит, рядом лежит мертвый талант там, или живой талант, и ничего Руслану Хикизову не остается, как скушать таланта, это все равно ни один нормальный суд, ни один нормальный человек, у которого существуют нормальные нормы, там, религиозные, неважно, он не оправдает Руслана. Он не оправдает Руслана, потому что есть некий табу, который человек не должен перешагивать в любом случае. Если они говорят, что да, господа, вот теперь существуют некие ситуации, когда эти табу можно переступать. Тогда эти табу будут все выше и выше, и у человека нужда поднимается все выше и выше и выше. И будущее к такому очень хаотичному обществу. Далее. Очень коротко скажу. Всегда должны быть предпосылки для того, чтобы коренным образом менять систему. Например, в рабовладельческие времена раб не мог стать аристократом. Поэтому этот строй сменился. На сегодняшний день каждый из нас может стать богатым. И нет предпосылок для того, чтобы таким коренным образом менять ситуацию. Для того, чтобы богатые содержали по сути бедных, а бедные жили за счет богатых. Это несправедливая система. Из этого очень важный аргумент, к сожалению, про который первая оппозиция ничего не говорила. Аргумент про то, что будущее, вообще прогресс толкает талантливые люди. Талантливые люди в основном богатые. Им нужна безопасность. Им нужна безопасность для того, чтобы работать. Если мы приведем к тому, что завтра Руслан Хикизов может просто прийти к талантливому таланту и просто отобрать все его богатства и еще что-то, то у таких людей, получается, исчезает мотивация для того, чтобы работать. Они просто потому, что легче взять оружие и по нужде отобрать у другого человека, чем работать. То есть вот эта альтернатива становится более легкой. И таким образом люди приходят к тому самому первобытному общинному строю, когда сила решает. Когда сила решает, а не закон. Теперь мы не равны перед законом, господа. Теперь бедный человек, он выше закона, выше богатого человека. Далее, по поводу пенитенциарной системы. Она сегодня работает. Работает гораздо лучше, чем система, которую предлагают они. Потому что она как раз таки выполняет роли исправления, выполняет роли, так скажем, сохранения неких моральных норм. И вот Диана говорила про то, что мотивы, то, что человек идет с некими мотивами, и мы должны это учитывать. Вот опять же, господа, мотив, даже если там человек защищал свою семью и убил другого человека, 30 секунд заранее, это не оправдывает его, это может скостить ему срок. Но для того, чтобы сохранить в нас те устои, которые сдерживают наше общество в мирной ситуации, мы должны посадить этого человека, который защитил свою семью. Именно для этого. Да, возможно, в частном случае было бы справедливо так сделать, но тогда это в наших головах меняет некие нормы и устои. И мы приводим к хаотическому обществу. К хаотическому обществу, где никто не может существовать. Где может существовать только Канат Ногойбаев, у которого есть мышцы и сила. Мы не хотим жить в таком обществе. Спасибо за предоставленную речь, очень рад быть здесь сегодня, я очень рад, что попал на этот финал. Перейдем непосредственно к игре, да? Начну с анализа вообще первых столов. Что происходило на первых столах? Здесь, по сути, с самого начала началось непонятие таких вещей, как бедность и как крайняя бедность. И крайняя бедность – это именно тот тип бедности, когда вы не способны обеспечить свои базовые потребности, жизненно важные базовые потребности. Когда в вашем желудке пусто, и, соответственно, если через 2-3 часа там что-то не появится, то вы умрете. И, соответственно, это и есть самая крайняя бедность.
И вот это наша оппозиция сегодня не понимает изначально. Она это утрирует и говорит, что мы создадим крайний класс, да, который будет всегда безнаказан, и он не будет получать наказание за те преступления, которые будет совершать. Да? Но в данном случае мы же говорим, что бедность в государстве, в котором существует крайняя бедность, она уже изначально само аморально. Потому что в таком государстве, в котором существует уже бедность, когда человеку уже нечего есть, то, соответственно, это государство не обеспечивает свои какие-то свои базовые права, и она не способна обеспечить своих граждан этими самыми правами. И в данном случае мы говорим, что когда существуют кейсы такой абсолютной бедности, то мы говорим, что абсолютная бедность отодвигает вот этот край морали. Когда действительно есть вот эта самая мораль, которую не стоит приступать. Когда появляется крайняя бедность, вот эта мораль отодвигается, потому что все остальное становится не так важным. И, соответственно, вот эта мораль рушится, которая до этого стояла. И мы не говорим, что это будет всегда. И мы не говорим, что это будет постоянно. Да? Крайняя бедность — это есть исключительный кейс, который появляется в государствах, которое уже полностью запустило свой социальный сектор. Или там случилась война, или произошли еще какие-то события. Да. Давайте поговорим о моральности. Почему твоя жизнь важнее убитого тобой человека? Кто решил, что твоя жизнь важнее, например, жизни таланта? Ты из-за крайней бедности убил таланта, почему твоя жизнь важнее, чем жизнь таланта? Почему не ты должен умереть? Потому что ты вел себя в бедность. Тебя не било не государство, ты сам. Я в дальнейшем объясню этот вопрос. Дальше перейдем, потому что, по сути, в чем существовала наша игра, о чем мы сегодня так говорили? То, что о чем говорил сегодня Артем Уточкин, да? То, что вот существуют моральные устои, которые сдерживают нас, да? То, что именно благодаря этим моральным устоям мы остаемся людьми, да? Но мы же, опять же, как говорили, да, я до этого говорил, что когда существует крайняя бедность, то вот эти моральные устои, они уже себя не показывают. Во-первых, государство плюет на эти моральные устои, когда у нас беднейшие слои населения полностью не заботятся о них, а также само общество говорит, что эти моральные устои уже разрушены, когда существует крайняя бедность. И, соответственно, когда существует крайняя бедность, мы не можем говорить об работе этих самых моральных устоев. Далее, говорилось то, что вот табу, когда в дальнейшем, то есть вначале мы вот эту мораль пересмотрим, потом в дальнейшем будет еще пересматриваться мораль, потом мы вообще перейдем к тому, что пересмотрим все законы, да, но в данном случае здесь такой классический кейс снежного кома, да. Мы же говорили, что по сути, когда существует вот этот крайний кейс от бедности, полной бедности, то мы не можем говорить о том, что это будет всегда, да? И мы говорим, именно в этом кейсе, когда существует вот эта крайняя бедность, мы должны не давать наказание этому человеку. И почему еще мы не должны наказывать этого человека? Потому что вообще суть пенитенциарной системы отклоняется в том, чтобы человек переосмыслил то, что он сделал. И в данном случае мы должны вот эту первопричину того, что почему это преступление было совершено, мы должны решать тем, что мы наказываем этого человека. Но в данном случае мы не решаем вот эту самую крайнюю бедность, когда мы наказываем этого человека. То есть из-за того, что мы из-за того, что мы наказали бомжа, да, за то, что он украл сэндвич в том же самом Народном, мы взяли там, посадили его в тюрьму. В данном случае мы не решили проблему этого бомжа, то что ему нечего было есть. И, соответственно, когда мы это делаем, мы не решаем ту самую проблему. Отклоняется. Спасибо большое. И по сути, когда мы говорим, что вот такие вещи происходят, мы говорим именно о крайних вещах, которые такой бедности общество. Да, конечно. Вот ситуация из политической, из международных отношений. Прощение беднейшим странам, их кредитов богатым странам делает эти беднейшие страны более богаче. По сути, в данном случае мы должны решать именно проблему этих беднейших стран. И когда мы даем им возможность не расплачиваться по кредитам, то мы им даем возможность решить эту самую проблему. Далее, перейду к анализу вообще всей игры. Что происходило на сегодняшней игре? Да? Мы показали то, что когда мы вообще перешли ко всей сути наказания, то есть в чем есть суть наказания? В том, чтобы человека исправить, и в том, чтобы он больше не совершал это преступление. Но по сути мы не достигаем вот этого самого цели наказания, когда мы берем и наказываем за крайнюю нужду этого беднейших слои населения. И в данном случае мы говорим, что мы
должны какие-то альтернативные методы изобрести или придумать, для того, чтобы как-то избавить этих людей от крайней бедности. Потому что когда мы наказываем этого человека, мы не решаем эту проблему, мы только ее усугубляем. И в дальнейшем мы показали по всем нашим аргументам, что когда вот существует бедность, да, крайняя бедность, то государство себя показывает как аморальный институт, что оно не способно обеспечить вот эти самые базовые права и моральность в этом обществе. Когда существует крайняя бедность, мы опять же говорим, что не способно государство и общество обеспечить вот эти самые моральные устои. И, соответственно, государство в этом тоже виновато, о чем мы говорили. И, соответственно, по всем этим аргументам мы показали, что именно мы не должны наказывать людей, а особенно население, которое находится в крайней бедности, за преступления, которые были совершены по крайней нужде. Знаете, почему я улыбаюсь? Потому что сегодня вторая позиция, именно Артемом выиграли игру. И просто вы нужно объяснить, почему мы выиграли. И вы все поймете. Не переживайте. Первый вопрос, который задает мой лояльный коллега, он говорит: в чем отличие между вашим кейсом и экстремальной ситуацией? Он показывает, что есть разница. Экстремальная ситуация — это статус-кво на данный момент. Это период, когда сейчас его очень плохо. Есть период статичной бедности. То есть это разные вещи. То есть любой богатый человек может попасть в экстремальную ситуацию. Но даже в этом случае у него есть выход. И об этом они не говорят. Мы говорим, что есть в любом случае выход. В любом случае, тогда, когда есть моральный мои устои, когда никогда не заставит меня съесть таланта, когда я буду лучше, я не знаю, умру от голода. И не это ли важно? Давайте подумаем. Давайте теперь вспомним, что произошло в Японии, когда там был хаос, когда люди бегали. Они не убивали друг друга, они не воровали друг друга. Просто моральные ценности не давали это делать. Это вопрос вам. Следующий момент. Давайте вспомним насчет мотивов. Это очень важный момент. И почему они проигрывают. Вот на пленке защиты. Вот я родитель, я защищаю своего сына. И теперь мои стереотипы меняются. Потому что для меня раньше была защита. Хоть как-то защититься, но я боялся закона, что меня потом могут посадить. А теперь я не буду бояться. Я посчитаю, что ты виновата. Ты встречаешься с моей девушкой, можешь ее изнасиловать. Ты потенциальная угроза. И далее в этом случае стереотипы человека меняются. Его дозволенность, она теряется. И мы о этой дозволенности говорили. Второй момент. Если раньше для меня обеспечить безопасность было просто отодвинуть этого человека, а теперь я могу его добить. Потому что мотивы это хорошие. Неважно, но я считаю, что безопасность это когда человек умер. Нападавший человек умер. И в данном случае вот в чем камень преткновения. Мы говорим, что личные моральные устои, они теряются. И вот если мы даем пособление бедным людям в экстремальных ситуациях, то эти личные качества, они теряются. Поэтому не стоит к этому приводить. Следующий момент. Насчет, кто виноват. Вот сегодня вопрос задается, виновато ли государство в том, что... Объясню очень важный момент. Мой лояльный коллега доказывал то, что сегодня государство не виновато, что есть бедные слои. Поэтому она не обязана накормить каждого человека. И сегодня Палата правительства не доказала, что они виноваты. Они предоставляют все условия. Мы не рабовладельческие условия. То есть нет предпосылок к тому, чтобы сейчас делать людям, беднейшим странам, какие-то, я не знаю, устои, или чтобы они могли совершать преступления. Вот есть предпосылки, вот нет предпосылок. Вот поэтому сегодня они проигрывают еще поэтому. Сильные победят. Вот тут задается очень хороший момент. Сильные будут побеждать. И давайте вспомним, зачем закон? Закон уравновешивает нас, когда физическая сила уходит вниз. То есть есть возможность, которой я могу воспользоваться, не воспользоваться. Это мое право. Но в этом случае сильные не будут править миром. Будут править миром те, которые что-то стараются делать. А те, кто не старается делать, они бедные. Они будут искать легкие пути. И мотивация работать у богатых пропадает. И развития не будет. Потому что зачем я буду пахать, если потом меня могут ограбить? Раз. И второй момент. Стереотип у бедного человека, который он перестанет работать. Ему просто будет пофиг. Потому что государство-то виновато, что я бедный. Но мы должны понять, что мы должны внедрить в человека, что он виноват в том, что он бедный. И когда мы придем к этому, тогда государство не будет париться о бедных. Следующий момент. Вообще, задавался вопрос с моей лояльной коллегой. Вообще, можно бедность победить?
В любом случае, и сегодня палата правительства не предоставляет механизм победы бизнеса, победы бедности по сути. Следующий момент, будет хаос. Вот этот очень важный момент, это также меня опровергает. Смотрите, объясняю следующий момент. В чем хаос? Объясняю. Даже в экстремальной ситуации, когда мы попали в экстремальную ситуацию, мы сейчас умрем, если не сидим, в чем хаос? В том, что мы начнем резать друг друга, потому что поймем, что нас потом оправдают. Вот причина хаоса, когда сильный пожирает слабого. Все, это хаос. Когда человеческие моральные устои не работают. В том веке, где моральные устои не будут работать, в том веке произойдет хаос. Когда был хаос? Когда мы, я не знаю, начинали развиваться и так далее. То есть, если будет хаос, то и развитие, по сути, остановится. Давайте теперь зададимся вопросом. Вот каждый человек, который здесь присутствует, с кем бы он хотел попасть в необитаемый остров, который воспитывался с моральными устоями, который он будет знать, что завтра, когда он заснет, он слабый человек, он не будет съеден. Или в то общество, о котором говорится, нет. То есть даже они не согласятся попасть в это общество. Давайте теперь о справедливости. Давайте зададим вопрос. То, что мой отец пахал в свое время, и я стал богатым, справедливо ли, что его отец не пахал, чтобы я ему какие-то пособления делал? Справедливо ли это? То, что мой отец был богатым, и я стал богатым, получил наследство. Справедливо ли, когда закон дискриминирует моего деда? Потому что люди, которые движут вперед прогресс, в данном случае мы не говорим, что все талантливые люди богаты, но богатые люди платят талантливым людям, а теперь никто не будет им платить, потому что система изменилась, по сути, 30 секунд сразу. Давайте вспомним одну притчу, где один мальчик собирал карту, вот так вот, и отец удивился: как ты быстро собрал карту? Он говорит: папа, а на другой стороне была фотография человека. И он сказал: если будет правильный человек, будет правильный мир. Давайте строить мир на правильных людях. Спасибо.